в связи с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности и приостановкой участия России в нем военно-промышленному комплексу РФ к 2021 году нужно выполнить две вполне конкретные задачи. Нужно осухопутить морской комплекс с крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью действия до 2500 км и, может быть, даже несколько больше, а также создать гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности. Насколько сложны эти проекты и могут ли они быть выполнены в назначенные сроки? Что касается переноса морского ракетного комплекса «Калибр» на сушу, то это технически не очень сложная и, возможно, даже уже заранее решенная задача. С большой вероятностью и в морских, и в сухопутных ракетах от «Новатора» используются одни и те же технические решения, конструктивные особенности ракет, двигатели, одна и та же система управления ракетами, наконец, одни и те же боевые части и система прицеливания ракет перед пуском. Согласитесь, было бы странно в рамках одного конструкторского бюро при работе над подобными по назначению ракетами не использовать схожие и уже опробованные решения. И это значительно облегчает приземление ракет комплекса «Калибр». Получается, вопрос в пусковой установке, а также в увеличении или корректировке серийного производства ракет, чтобы не снижать темпы выпуска для военно-морского флота. Хотя тут возможны и кардинальные решения, вплоть до пересмотра программ строительства кораблей-носителей крылатых ракет большой дальности. В конце концов, сухопутные «Калибры» будут значительно более мобильными и скрытными средствами ракетного удара. Но кузов новых пусковых установок ракетного комплекса с ракетами 9М729, которая была показана 23 января на брифинге Минобороны, позволяет разместить длинный морской «Калибр». Так что вопрос с сухопутными ракетами будет решен, судя по всему, достаточно оперативно, в течение нескольких месяцев. А размещение подобных ракет может начаться практически сразу же по завершении летных испытаний. И таким образом мы можем уже к концу 2019 года получить достаточно серьезный сухопутный ударный потенциал средней дальности. О втором проекте, гиперзвуковой баллистической ракете средней дальности, информации пока крайне мало. Если какие-то работы в этом направлении уже и велись, то носили чисто теоретический характер, и нам пока неизвестны их детали. Но скорее всего, созданием новой ракеты будет заниматься либо КБ машиностроения, Коломна,
либо Московский институт теплотехники. То есть речь идет не о классической баллистической ракете со свободно падающей боеголовкой, а о чем-то куда более современном. Такая ракета будет лететь по «умной» траектории, которую сложно будет просчитать средством ПВО и про потенциального противника. Надо сказать, что даже при использовании богатого теоретического багажа и опыта создания такой ракеты будет серьезным вызовом, ее надо будет делать почти с нуля. И в процессе разработки придется решить несколько проблем. Во-первых, создание собственно ракеты, двигателей, корпуса, систем управления, прицеливания, корректировки. Во-вторых, опять же, разработка подходящей пусковой установки. Скорее всего, на имеющиеся сейчас стартовые платформы разместить такую ракету не получится, пусковые от «Искандеров» слишком малы, а многоосные тягачи комплексов типа «Тополем» и «Ярс» слишком велики. Кроме пусковой установки, необходимо будет создать вспомогательные системы комплекса, машину подготовки информации о целях, командно-штабную машину, машину для личного состава, арсенальные средства, средства для технического обслуживания ракет. Конечно, при разработке всего этого будут использованы какие-то уже готовые решения, но все равно надо будет все это построить, испытать и внедрить в войска. Кстати, не исключено, что в них придется создавать новую командно-штабную инфраструктуру под новые ракетные системы. Вполне возможно даже, что новые бригады будут принадлежать ракетным войскам стратегического назначения. Сколько времени уйдет на создание подобного нового гиперзвукового ракетного комплекса? 2 года, обозначенные военными, выглядят довольно коротким сроком. Задача, конечно, очень сложная, но решаемая. Политическая воля есть, разработчики и промышленная кооперация тоже, финансы обещано найти. Получается, что надо делать?